Здравствуйте, дорогие якутяне! В эфире новости без цензуры и пропаганды от фонда «Свободная Якутия». Не так давно Айсен Николаев в своем интервью российской газете о мерах борьбы с бедностью в республике заявил о всесторонней поддержке сел и Арктики. Однако на деле, как всегда, дела обстоят, мягко говоря, иначе. К примеру, в феврале этого года в Илтумене обсудили проблему катастрофической нехватки лекарств в улусах республики. По старой доброй традиции дальше обсуждение дела не зашло. В настоящий момент ситуация находится на стадии отфутболивания. Несмотря на решение Верховного суда и требования районных прокуратур, Минздрав республики не спешит открывать аптеки в деревнях и поселках, ссылаясь на отсутствие денег. Что будет дальше, будем следить. На этой неделе сразу две мадамы с высшим образованием заговорили о том, что женщины должны рожать, а не получать высшее образование и строить карьеру. Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова дословно сказала: «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Поиск себя затягивается на долгие года и упускается детородная функция». А директор Института биологии профессор Мария Ведунова высказалась о том, что человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование. От себя лишь добавим, что огромную ошибку совершил ваш папа, Мария Валерьевна, когда встретил вашу маму. Из рубрики «Чудеса импортозамещения» в России появится международный аналог Евровидения. Для этого реанимирует советский музыкальный конкурс эстрадной песни «Интервидение». Авторы и популяризаторы проекта рассчитывают, что в нем примут участие страны БРИКС. Мы, в свою очередь, предполагаем, что с песнями и плясками также выступят исполнители из дружественных стран Северной Кореи, Эритреи, Ирана и Сирии. Возможно, также будут приглашенные артисты из Талибана и Хамаса. Снова к новостям из Якутии. В Бердыгистякской школе, построенной за миллиард и открытой 2,5 месяца назад, рухнул потолок. Слава богу, обошлось без пострадавших. По факту инцидента прокуратура республики проводит проверку. Но самое интересное, что проверять, возможно, будут и тех, кто получил государственные награды из рук главы республики во время помпезного открытия учебного заведения в сентябре текущего года. В Якутске улицу Автодорожную переименуют в проспект имени первого президента Якутии Михаила Николаева. Кроме того, ему установят памятник. Хочется верить, что прежде автодорожку приведут в надлежащее состояние, соответствующее славному имени самого видного политика Якутии. И напоследок, лучшим дальневосточным фильмом первого международного кинофестиваля «Золото у Мальты», прошедшего в Хабаровске в минувшие выходные, стал фильм якутской режиссерки Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». На этом все, до скорой встречи.